Добрый день. Меня зовут Наряп Роман Игоревич. Я являюсь руководителем Коми-регионального общественного учреждения по защите прав потребителей и доверия. Сегодня мы поговорим об одном достаточно давно принятом и всем известном законе. Это закон о защите прав потребителей. Несмотря на то, что этот закон существует достаточно давно, до настоящего времени возникают вопросы как у граждан, так и непосредственно у специалистов в процессе его применения. В первую очередь следует понять, для кого же создавался этот закон и какие отношения он регулирует. Здесь в первую очередь следует отметить, что закон защищает права физических лиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность. То есть он охватывает все те отношения, когда гражданин покупает либо товар, либо услугу для личных целей, бытовых нужд, семейных, но никак не связанных с предпринимательской деятельностью. На сегодняшний день появилась такая категория граждан, как самозанятые. В данном случае все те покупки, которые самозанятые осуществляли для нужд предпринимательской деятельности, они также не будут охватываться данным законом и следует руководствоваться общими нормами Гражданского кодекса. Закон о защите прав потребителей охватывает две основные категории правоотношений. Это правоотношения из договора купли-продажи и правоотношения из договоров оказания услуг, выполнения работ и так далее. О них мы будем разговаривать позднее. Сегодня мы коснемся общих моментов данного закона. В целом, для надлежащего и правильного применения закона о защите прав потребителей необходимо уже с момента заключения договора подходить максимально ответственно. Одно дело, когда мы заключаем договор купли-продажи, покупая что-либо в магазине, и совершенно другое, когда мы заключаем договоры с индивидуальными предпринимателями, некими организациями в виде общества с ограниченной ответственностью, уставный капитал которых ограничен 10 тысячами рублей. В большинстве своем мы не задумываемся о возможных негативных последствиях таких действий. Когда речь идет о том, как правильно совершить покупку, как себя обезопасить, я всегда рекомендую начинать с изучения информации о контрагенте. Для этого в случае с юридическими лицами достаточно будет наименование и ИНН. В случае же, если это физическое лицо, индивидуальный предприниматель, помимо фамилии, имени, отчества, необходимо также на сегодняшний день узнать и дату рождения. В любом случае проверка контрагента начинается с сайта налоговой службы для того, чтобы получить выписку по ИНН на контрагента. Делается это с теми целями, чтобы убедиться в том, что организация существует, не находится в стадии ликвидации. К сожалению, в практике бывают такие ситуации, когда договор заключается с компанией, которая на сегодняшний день уже ликвидирована. Понятно, что в случае наступления негативных последствий каким-либо образом себя защитить здесь будет практически невозможно. Если мы убеждаемся в том, что организация действует и проблем со стороны ФНС у нее нет, мы можем коснуться службы судебных приставов. На сайте Федеральной службы судебных приставов имеется раздел, так называемый «Банк данных исполнительных производств». С помощью этого сервиса мы можем убедиться в наличии либо в отсутствии долгов у нашего контрагента. Для того, чтобы проверить юридическое лицо, достаточно его наименования. Если же мы касаемся индивидуального предпринимателя, то есть гражданина,
то помимо фамилии, имя, отчества необходимо также указать дату рождения. Данное нововведение появилось с 2022 года, поэтому далеко не все, кто даже пользовались этим сервисом, к этим обстоятельствам готовы. Что нам дает проверка контрагента по банку исполнительных производств? Само собой, мы можем увидеть наличие задолженностей, что также может повлиять на выбор контрагента, на то, захотите ли вы с ними дальше продолжать дела, заключать договор, платить какие-либо деньги. Ключевым моментом на этом этапе будет не просто наличие задолженностей, но наличие задолженностей перед определенными взыскателями. Если мы видим, что у компании либо физического лица имеются долги перед ИФНС, то есть налоговой службой, и эти долги не охватываются одним периодом, а это несколько записей, значит, можно сделать вывод о том, что компания, либо физическое лицо, не осуществляет внесение обязательных платежей пенсионных, налоговых. И вот это самый большой, самый важный момент, на который можно опираться для того, чтобы далее с этим контрагентом отношений не иметь, договор не заключать. Потому что если компания не может погасить задолженности, возникшие перед налоговой службой, значит, с вероятностью в 90% в случае, если у вас возникнут проблемы с данным контрагентом, вы также денежные средства не получите. Если же проверка по базе ФССП показала отсутствие задолженностей, можно дополнительно удостовериться посредством запроса системы Газправосудия. Система Газправосудия охватывает все гражданские дела, которые находятся в производстве судов общей юрисдикции. Для чего нам это необходимо? Поскольку база ФССП охватывает только уже оконченные дела и непосредственно исполнительные листы, которые подлежат взысканию, то база Газправосудия нам позволит узнать, имеются ли у компании какие-либо судебные дела в настоящее время. К сожалению, бывают такие ситуации, когда по исполнительным производствам у компании задолженности отсутствуют, но в указанный период времени в судах общей юрисдикции находится далеко не одно гражданское дело по взысканию с данной компании денежных средств. Если же мы убедились в том, что и компания существует, и перед судебными приставами каких-либо неисполненных обязательств у контрагента нет, и в системе Газправосудия, на которую мы можем зайти посредством обращения к сайту конкретного суда, то есть если мы находимся на территории Сыктывкара, то это будет либо Сыктывкарский городской суд, либо Эжвинский районный суд. В этом случае можно переходить к заключению договора, но опять же с некоторой опаской. К сожалению, практика показывает, что большинство граждан, заключая договор, совершенно не читает его условия. Отдельная ситуация, когда компания-контрагент умышленно создает такую обстановку, когда человек полагает нецелесообразным полностью прочитать договор, то есть это бывает затягивание заключения договора, возможны попытки изменить договор перед клиентом. Но коснемся самой простой ситуации, когда на самом деле
вам предоставили бланк договора, где указаны все данные и указаны определенные условия. На что же в первую очередь необходимо обратить внимание? Здесь можно коснуться того, что в договоре должно быть указано то, что вы покупаете, то, что вы оплачиваете. Если это какой-либо товар, значит должно указываться и наименование товара, и его количество, и его характеристики, количество, стоимость. Если это услуги, то непосредственно должно быть прописано то, какие услуги вам оказывает компания, либо какие работы компания должна выполнить. Это существенные условия договора, которые обязательно должны быть. Почему это важно? Представим ситуацию, что вы заключили договор покупки комплекта мебели, определили количество этой мебели, сроки поставки. И вот наступает заветный день, когда вам мебель привозят, и вы видите, что вместо белого шкафа вам привезли шкаф зеленого цвета, который совершенно не подходит к вашей обстановке. Почему такое возможно? Потому что на этапе заключения договора не все существенные для вас условия были в нем отражены. Хуже, когда это договор оказания услуг либо выполнения работ. Практика показывает, что в случае выявления каких-либо недостатков, возможно, это отклонение по линейным размерам, ширина, глубина, высота, отклонение по банальному количеству шкафчиков, полочек, вы не сможете предъявить претензии изготовителю в том случае, если в договоре отсутствуют указания на эти обстоятельства. Более того, зачастую, когда мы заключили договор, внимательно к нему отнеслись, в процессе его исполнения могут происходить изменения. Эти изменения могут происходить по вашему желанию, либо какие-то объективные обстоятельства могут быть у исполнителя. И вот здесь сталкиваемся с той ситуацией, когда граждане не всегда эти изменения отражают документально. Здесь надо понимать, что если вы заключили договор, указали в нем все существенные для вас условия, то все изменения в него вы вносите исключительно дополнительным соглашением. Никакие чертежи на обратной стороне чистого листа заключенного договора, дополнительно какие-либо бумаги, которые вам начертили исполнители, монтажники, они не имеют силы, пока это не зафиксировано либо как приложение к договору, либо как дополнительное соглашение, которое подписано каждой стороной, как вами, так и вашим контрагентом. Помимо предмета договора, необходимо также внимательно коснуться таких обстоятельств, как его цена и сроки поставки. Но если со стоимостью все более-менее понятно, здесь потребитель в первую очередь заинтересован в том, чтобы цена была зафиксирована в бумагах, потому что при ее отсутствии могут возникнуть различные неприятные ситуации уже в момент непосредственно исполнения обязательств. Относительно сроков исполнения договора все намного сложнее. На сегодняшний день исполнителями применяются два вида сроков. Это срок исполнения, указанный в календарных днях, что бывает чаще, либо же срок исполнения обязательств, который указан в рабочих днях.
На это также следует обращать внимание, поскольку уже на этапе досудебной работы у многих потребителей возникают вопросы. Как же так, нам обещали исполнить обязательства в течение 2 недель, а непосредственно в договорах зафиксирована совершенно иная дата, совершенно иной срок, да еще и в рабочих днях. Отдельно могу коснуться не совсем добросовестного поведения, либо же совсем недобросовестного поведения, называйте уже это как хотите, когда исполнитель указывает определенный срок исполнения работ, но делает отметку о том, что в случае, если температура на улице будет составлять ниже определенного порога градусов, исполнение обязательств откладывается. За всю практику мы сталкивались с одной компанией. Это компания, производящая мебель из дерева, находящаяся в соседнем регионе, когда на самом деле это было не просто объективное условие, объективно необходимое для исполнения обязательств, но это было по-настоящему злоупотребление правом. В договоре компания указала такие условия, что если мы возьмем особенности нашего климата, исполнение договора может быть абсолютно законно отложено и на год, и на 2 года. В чем проблема может заключаться? Ну, помимо того, что длительное ожидание для вас, как для потребителя, не всегда возможно, тем более, если вы деньги уже заплатили сейчас, так и то, что есть определенные товары, которые нужны именно сейчас, либо конкретно к указанной дате. Вот в этой ситуации мы столкнулись с тем, что семья заказала детскую кроватку для маленького ребенка. К тому моменту, когда компания исполнила свои обязательства, детская кроватка попросту им стала не нужна, потому что ребенок уже вырос. И опять же повторюсь, в данном случае, поскольку условия были сторонами согласованы, договор был подписан, что-либо сделать в этой ситуации в рамках действующего законодательства невозможно, поскольку сам потребитель согласовал данные условия. Еще одним моментом, который был, есть и будет в заключенных договорах, это момент неустойки. Далее мы, конечно, коснемся о суммах неустойки, о ее размерах, установленных законодательством. Но для договоров купли-продажи это 1% в день, для договора оказания услуг это 3% в день. Неустойки большие, поэтому многие предприниматели пытаются их искусственно снизить. И в первую очередь они пытаются это сделать путем указания своих неустоек значительно ниже, чем установленных законодательством в тексте соглашения, в тексте договора. Вот это тот момент, на который я могу сказать, что внимание можно не обращать. Поскольку в данном случае законодатель предусмотрел подобное поведение со стороны предпринимателей и закрепил в статье 16 Закона о защите прав потребителей положение о недействительности подобных условий. В данном случае, поскольку подобные условия ущемляют права потребителей по сравнению с требованием действующего законодательства, по сравнению с теми неустойками, которые закреплены в Законе о защите прав потребителей, данные условия договора являются недействительными. То есть даже если вы подписали договор, где зафиксирована степень ответственности продавца в случае неисполнения обязательств
в срок, ну, скажем, в размере 0,1% неустойки в день, в любом случае будут действовать нормы действующего законодательства, и вы свой 1% неустойки в день вправе требовать. Независимо от того, что вам говорит продавец, письменно он это говорит вам, либо устно. Ну, здесь позиция судов однозначна, и вопросов в принципе не возникает. Хорошо, мы с вами проверили контрагента, подписали договор, дождались, когда работа, услуги, товар, они находятся у вас. Здесь мы подходим к следующему документу, который имеет немаловажное значение. Это акт приема передачи. Подписывать его, не читая, ну, естественно, не стоит. Если у вас к моменту подписания акта приема передачи имеются какие-либо претензии к контрагенту, их необходимо заявить. Заявить в виде письменной претензии, в виде устной претензии, но акт приема передачи не подписывать. Бывают ситуации, когда потребителя ставят в такое положение, когда ему неудобно, так скажем, по различным причинам этот акт не подписать. То есть это может быть обстоятельства, связанные с доставкой товара. Когда вы заказали комплект мебели у продавца, который находится в соседнем регионе, ну, либо даже у нашего магазина с доставкой, этот комплект мебели вам привезли силами транспортной компании, службы доставки, и водитель, который вам привез этот товар, говорит вам, что вот я к нему отношения не имею, моя задача только доставить, отдать, а там уже все претензии решайте с продавцом. В первую очередь в акте приема передачи необходимо отразить, что подписан без распаковки, без фиксации состояния либо количества товара. Но если вы, конечно, не хотите идти на конфликт и не заставите ждать водителя того момента, пока вы все это распакуете. Но случаи бывают разные, люди, опять же, очень сильно отличаются, и многим на самом деле неудобно подставлять человека, заставлять его ждать, поэтому проще подписать и уже столкнуться с проблемой один на один. Но даже если вам неудобно, просто сделайте соответствующую запись в акте приема передачи. Далее, на сегодняшний день никто у нас не может быть ограничен в том, чтобы принимать этот товар, распаковывать его либо в присутствии свидетелей, либо при осуществлении видеофиксации. Телефоны с камерами, фотокамеры, видеокамеры доступны, есть у всех. Поэтому, если есть определенные сомнения, ну, либо просто хотите себя полностью обезопасить, вы можете производить дальнейшую распаковку товара под видеозапись в присутствии свидетелей. В этом случае вы существенно себе облегчите жизнь, чем если бы вы это в одиночку все распаковали, увидели какие-либо недостатки и остались с этими недостатками один на один, потому что ваш контрагент заявил бы, что акт подписан, недостатки возникли уже по вашей вине. Соответственно, если же нет возможности написать претензию, не знаете, как она пишется,
Работники контрагента, ну, в случае, опять же, договора оказания услуг, выполнения работ, вас торопят тем, что вот мы все сделали, все подписываете, нам надо идти на следующий объект, а вы видите, что недостатки-то они есть. Здесь опять же два пути. Либо занять стойкую, четкую позицию, что вы акт приема передачи подписывать не будете, либо, если вам не хочется конфликтных ситуаций, никто вам не запрещает подписать данный акт с указанием всех недостатков, которые вы видите. Закончили мы с приемами работ. Остались мы с заказанным товаром. Пользуемся, радуемся, либо же не радуемся с самого начала. Что и как нам необходимо сделать? Здесь сразу могу сказать, что на сегодняшний день все попытки о чем-то договориться, подойти к вопросу решения проблемы по-человечески не приводит ни к чему. Большинство людей попросту теряет время на то, чтобы на словах как-то этот вопрос решить. Вот возникла у нас проблема. Как это у нас зачастую бывает. Ну, отношения портить никто не хочет. На дальнейшие уже вопросы, а какие же отношения вы можете испортить с продавцом, исполнителем, изготовителем, ну, к сожалению, люди затрудняются ответить. То есть вот это вот нечто психологическое, нечто вот неудобно нам, некрасиво, ну, все хотим по-хорошему сделать, решить мирно, решить без суда. Но вот, к сожалению, это все затягивает нас решение проблемы. Вот, практика показывает, что все те потребители, которые пытались на словах решить проблемы, они получают либо сразу жесткий отказ, либо обещания. Обещания могут длиться очень и очень долго. Сроки переносят, главное, не отказывают в удовлетворении требований, но потом. Мы все обязательно сделаем, но попозже. Поэтому здесь я могу сказать, что как только мы столкнулись с недостатком, необходимо его фиксировать. Фиксация недостатка и фиксация ваших требований может быть только одним способом. Это направление соответствующей претензии, либо заявление, либо требования. Можно назвать данный документ как угодно, значения его наименование не имеет. Главное его содержание и правильная подача. В своем заявлении вы должны указать, кому вы направляете данное заявление. При этом здесь я могу сказать, что это не должно быть наименование в виде магазин «Солнышко» по адресу такому-то. У каждой организации есть ИНН. По этому номеру мы можем найти полное наименование юридического лица и место его нахождения. То есть, если этот магазин «Солнышко» называется ООО «Василек», то и в вашем заявлении в качестве лица, которому вы направляете данное заявление, должно быть указано именно ООО «Василек». Далее вы указываете свои данные,
Это фамилия, имя, отчество, адрес, место жительства. Можете указать контактный телефон, можете его не указывать. После чего вы излагаете всю проблему и все обстоятельства, связанные с приобретением товара, услуги, которые имеют значение для дела. Лишнего писать не надо. Претензия должна быть максимально понятной, максимально объективной и в идеале не должна давать возможности какого-либо иного толкования. Обычно мы указываем дату заключения договора, стоимость договора, предмет договора. Указываем дату, когда договор был исполнен. После чего касаемся обстоятельств выявления недостатка. Описываем данный недостаток и заявляем конкретное требование. Требование, которое вы можете заявить, оно исходит непосредственно из тех правоотношений, которые у вас имеются с контрагентом. Этих вопросов мы коснемся немножко позднее, когда обратимся уже непосредственно к определенным договорам, которые вы можете заключать. Здесь, забегая вперед, могу сказать, что перед тем, как написать в претензии, что вы хотите, обязательно следует открыть закон о защите прав потребителей, открыть ту статью, которая касается именно ваших отношений, то есть либо это договор купли-продажи, либо договор оказания услуг, выполнения работ, и заявить то требование, которое есть в законе. Идеально, если это будет написано дословно. И вот здесь имеется одна ошибка, которую зачастую люди допускают. Опять же, по большому счету, исходя из мотивов мирного регулирования проблемы, не испортить отношения, некоторые потребители указывают два требования. То есть каким образом? Это может быть заявлено в виде того, что прошу заменить товар или вернуть денежные средства, уплаченные за товар. То есть тем самым потребитель считает, что вот он такой молодец, я даю возможность контрагенту выбрать удобное для него, опять же, удобный для него вариант, и я действую добросовестно, и для меня это в дальнейшем сыграет положительную роль. На самом деле, на сегодняшний день это очень большая ошибка. Если раньше суды подобные действия толковали все равно в пользу потребителей, но с определенным нюансом, позволяли контрагенту выбрать одно из заявленных требований. То есть заявил потребитель или. Ну, значит, магазин, продавец, исполнитель может выбрать что-то одно из этих вариантов. На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что часть судов указывает на недопустимость заявления двух требований потребителям и толкует данное действие потребителя в пользу продавца, снимая с него обязанность исполнить обязательства по такому заявлению, по такой претензии. Поэтому здесь, когда мы касаемся изъявления вашего желания, вашей воли, мы исходим из того, что написано в законе, опять же, желательно дословно,
и только в виде одного конкретного требования. Также важно не забыть подписать ваше заявление. Казалось бы, мелочь, но она имеет значение, поскольку заявление, которое не подписано, таковым не является. Отсутствие вашей подписи на претензии, оно позволяет продавцу данную претензию не рассматривать. Составили мы претензию и коснулись того момента, что ее необходимо продавцу отдать. На сегодняшний день есть два основных способа подачи заявления. Это либо мы подаем заявление лично, либо направляем заявление посредством почтовой связи. Если мы захотели подать заявление лично, на что необходимо обратить внимание? Заявление в любом случае должно быть составлено в 2 экземплярах. Соответственно, если вы подаете его лично, то вы идете в магазин, в офис, в общем, туда, где у вас контрагент находится, с 2 экземплярами данного заявления, передаете 1 экземпляр лицу, ответственному за прием документов, а на 2 экземпляре это лицо должно поставить отметку о его принятии. В идеале на вашем экземпляре заявления должно быть дата принятия заявления, должность лица, которое приняло заявление, подпись этого лица, расшифровка в виде фамилии, инициалов и печать организации. Если какого-либо из этих элементов нет, последствия могут быть различными. От определенных осложнений в доказывании, с которыми вы можете столкнуться в дальнейшем, вплоть до того, что ваше заявление не будет считаться поданным. Опять же, периодически мы сталкиваемся с тем, что в магазинах продавцы отказываются принимать от вас заявление, ссылаясь на то, что у них нет полномочий, нам руководитель запретил, мы можем принять заявление, но не поставить отметку о принятии на вашем экземпляре. У нас этим занимается руководитель, поэтому подойдите в определенный день, в определенное время и так далее. Здесь ни в коем случае не надо соглашаться с продавцами, но и доводить ситуацию до каких-либо скандалов тоже не следует. У нас всегда есть еще один запасной способ подачи заявления – это подача заявления посредством почтовой связи. Здесь необходимо коснуться того, каким образом направлять это заявление, куда его направлять и что потом вам с этим всем делать. Если мы направляем заявление посредством почтовой связи, нам необходимо определиться с тем адресом, на который вы будете его отправлять. Для того, чтобы избежать проблемы в случае судебного разбирательства дальнейшего,
нам необходимо понимать, что претензия должна быть направлена по юридическому адресу контрагента. Его мы можем получить посредством сервиса налоговой службы, указав ИНН организации. Либо же мы можем взять договор, который заключался, и взять сведения в реквизитах. Бывают ситуации, когда в реквизитах указано два адреса. Юридический адрес и почтовый адрес. Для того, чтобы в дальнейшем избежать дополнительных проблем, каких-то осложнений, лучше отправить вашу претензию на оба этих адреса отдельными почтовыми отправлениями. Если с адресом все более-менее понятно, возникает вопрос, каким образом эту претензию следует отправлять. Отправить вы ее должны тем способом, который позволит вам в дальнейшем доказать факт направления данной претензии. На сегодняшний день это может быть либо заказное письмо, не обязательно с уведомлением. Почта России дает номер для отслеживания, который в дальнейшем позволит нам увидеть путь данного письма. Либо ценное письмо с описью вложения. Идеальным вариантом, естественно, будет ценное письмо с описью вложения, поскольку оно позволяет не только доказать факт направления заявления продавцу, но и позволяет установить, что именно продавцу направлялось. Да, это идеальный вариант, но я бы не сказал, что он обязателен. На сегодняшний день практика складывается таким образом, что и направление заявления заказным письмом является надлежащим уведомлением. Когда вы письмо направите, здесь обязательно для вас будет сохранить не только копию вашего заявления, но и чек, который вам выдали после оплаты отправления на почте. Этот чек содержит номер отправления, с помощью которого можно в дальнейшем и отследить судьбу отправленного вами письма. После направления претензии необходимо немножко набраться терпения и дождаться, либо не дождаться ответа. В зависимости от заявленных требований, в зависимости от особенностей договора, который вы заключили, установлены законом различные сроки для направления вам ответа, либо удовлетворения ваших требований. Это может быть 3 дня, 7 дней, 10 дней. Основные сроки таковы. Получив либо не получив ответ, в случае, если вам отказали в удовлетворении заявленных требований, вы уже можете решать вопрос о необходимости дальнейшего обращения в суд. Здесь стадия досудебного урегулирования у вас будет окончена. Единственное, что важно отметить, далеко не всегда направление претензии по закону обязательно. Более того, существует два основных договора, когда она действительно нужна, и без нее в суд выйти нельзя. Это договор оказания услуг связи и договор оказания услуг перевозки. При этих обстоятельствах
при этих договорах, если вы претензию досудебную не направили, в суд вы можете не выходить, потому что иск у вас к производству не примут. Отдельно следует коснуться договоров страхования, когда помимо направления претензии страховой компании, после получения ответа, в случае несогласия вашего с ответом страховой, вы не просто обязаны продолжить досудебный порядок урегулирования, но и должны соблюсти все требования, установленные для этого. То есть, если на вашу претензию страховая компания ответила отказом, то ваше единственное верное действие после этого будет обращение к финансовому уполномоченному. И уже только после ответа финансового уполномоченного вы можете выходить в суд. Возникает вопрос, если наличие претензии обязательно лишь в небольшой категории дел, для чего же ее писать? Бывают ситуации, когда в силу особенностей заключенного договора необходимо зафиксировать ваше обращение, необходимо зафиксировать наличие недостатка, необходимо зафиксировать ненадлежащее исполнение обязательств. Без этого всего в суде вам будет сложнее доказать вашу правоту. Помимо всего прочего, есть право потребителя на взыскание неустойки. Именно направление претензии позволяет вам это право реализовать, потому что в большинстве случаев неустойка будет рассчитываться с того момента, когда вам отказали в удовлетворении ваших требований, заявленных в направленной претензии. Именно исходя из этих обстоятельств, я всегда рекомендую претензии составлять максимально понятно, не допуская каких-либо иных толкований, направлять надлежащим образом. И, что самое главное, если досудебный порядок урегулирования спора у вас затянулся, то есть по вашей инициативе, по инициативе вашего контрагента, вы не обошлись одним письмом, а вступили в некую переписку, то все документы, которые вы получили в ходе этой переписки, необходимо сохранять. Независимо от того, планируете вы выходить в суд, либо же думаете, что вам получится этот вопрос решить путем общения с продавцом. Всегда лучше, чтобы документы у вас были, и в случае, если вы, не желая изначально выходить в суд, все-таки в суд обратитесь, у вас было подтверждение всех ваших действий и всех ваших требований.